праздничной программе участвуют дети со своими родителями. Организаторы подготовили для них развлекательные мероприятия, пригласили аниматоров, подготовили подарки и сладости. Родители отмечают высокий уровень организации праздника и выражают благодарность за внимание к детям. Они довольны возможностью совместно с детьми провести время в приятной обстановке. Очень хорошо нас тепло приняли. Спасибо организаторам. Дети очень рады. Подарки, сладости, все есть. Я хотела поблагодарить коллектив за такое мероприятие. Медработники отмечают, что они стараются проводить такие мероприятия каждый год, понимая важность поддержки детского здоровья и семейного благополучия. Мы старались пригласить деток, которые отдаленные, которые нуждаются, да, как бы определенно не особо так, которые необходимость есть какая-то, и отдаленные места Карабулака, чтобы именно приехали и посетили, потому что у родителей не всегда бывает возможность вывести своих деток куда-то, да, какие-то определенные, а для них любая мелочь – это радость. Также сотрудники не забывают о нетранспортабельных, маломобильных детях. И в честь праздника День защиты детей они посетили Зангиевых. В этой семье проживает Эльмира. Ей 11. До 3 лет она росла как самый обычный ребенок, но потом заболела. Причиной тому стала менингококковая инфекция, которая в ходе осложнения сильно сказалась на ее здоровье. Мама у нее очень хорошая, золотая мама. Она постоянно возит ребенка на реабилитацию. Буквально на той неделе в пятницу они приехали с Ростова. До этого они ездили в Москву. Мы стараемся помочь им тогда, чтобы как-то облегчить ситуацию. Вот. Она воспитывает 3 деток замечательных. Мальчика просто сегодня нет дома. Этот праздник отмечается 1 июня, но так как он выпадает на выходные, его было решено провести до них. Это один из самых старых международных праздников. Его отмечают во всем мире с 1950 года. Он призван привлечь внимание людей к проблемам, с которыми сталкиваются дети на всей планете. Адам Гуражев, Султан Магушков, Магаз 24.